За моей спиной село Ивановка, близ к Междита. До 1948 года часть этого села называлась Джанатай. Знаете ли вы, что в Крыму целых 4 Ивановки? И еще десятки названий населенных пунктов повторяются в Крыму по несколько раз. Все это результат бездарных переименований, которые за историю полуострова случались несколько раз. Топонимы Крыма имеют самое разное происхождение. Следы всех культур и народов, населявших полуостров, отпечатались на его карте. Какие-то названия принесли нам хазары с VII века, какие-то названия принесли кипчаки. У нас в Крыму было где-то 16 сел с названием Кипчак. Сейчас не осталось ни одного. Очень много сел, которые несут в себе в своем названии родоплеменную историю. Имя того рода, который там жил. Это клад, подлинный клад для науки. После 1783 года в Крыму были переименованы все крупные города. Стараниями Екатерины II, увлеченной в то время идеей греческого проекта, на полуострове появились, например, Симферополь и Севастополь. В советский период названия сел почти не затронули. Они оставались, но и были иногда такие идиотские переименования, как типа поступил приказ в каждом районе иметь деревню Карла Липкнехтовка. Города попытались. Ялту переименовали в Красноармейск, Бахчисарай в Пушкино, но что-то тормознулось, не прижилось. Пострадали также названия улиц и переулков, получившие имена участников войны и революции. Самый большой удар по крымской топонимике был нанесен после депортации 1944 года, когда крымско-татарские названия населенных пунктов изменили в попыхах буквально за одну ночь, чтобы не оставить даже упоминания о коренном народе Крыма. Тогда исторические топонимы сменили безликие и даже глупые названия. Где-то был принцип какой прослеживался? Калька. Что такое калька? То же самое на другом языке. Айлянма – село Поворотное. Кизилташ – Краснокаменка. Это калька. Второе, как мы уже говорили, Сюрень стал Сирень. Богатур стал Богатырь. То есть чуть-чуть одно слово поменяют, а так просто косточковое, айвовое, вишневое, яблоневое. Всю флору, которую знали, использовали. Пошло прилагательные, эмоциональные прилагательные. Радостное, счастливое, отрадное. Но дурость была такая, что в Бахчисарайском районе появилось 2 села отрадных. Село Менгермен-Немецкий – одна из жертв переименований 40-х годов. Уже почти 80 лет гордо носит название Лоховка. Название села – это от слова «лох серебристый». Это оттуда пошло Лоховка. Даже, честно говоря, как вам сказать, гордимся, что такое название, что ли. Нету таких названий нигде, а вот у нас такое есть название, лоховчане. Когда я переехала сюда, звоню вот своим, например, вы где живете, в Лоховке, все смеялись. И меня вообще не смущает. Я, наоборот, горжусь, что у меня первое место село заняло по уникальным названиям. В 40-е годы были переименованы более 1000 населенных пунктов Крыма, почти 90%. Экзекуции удалось избежать лишь морским портам и железнодорожным станциям, как Бахчисарай и Джанкой, потому что это требовало больших затрат. Вопрос восстановления исконных названий поднимался крымскими татарами в 90-е годы, в период массового возвращения на родину. Любое переименование – это шаг навстречу крымским татарам, значит, этих шагов сделаться не должно. Только в перестройку мы тогда вот краеведы заговорили в полный голос о том, что надо возвращать исторические названия. Но тогда нам удалось вернуть Коктебель, Балаклава, Инкерман, Партенит. Вот это то, что нам удалось. И на этом все и застопорилось. Попытки вернуться к вопросу возрождения топонимов предпринимаются по сей день, но безрезультатно. Даже инициатива крымских татар устанавливать информационные указатели с историческими названиями населенных пунктов зачастую не поддерживается властями и враждебно встречается местным населением. Очень многие топонимы крымские имеют всемирное значение. Потому что, как я подчеркиваю, здесь пласты греческие, германский, семитский, тюркский. И весь мир лелеет крымские топонимы, кроме нас.